Что такое искусственный интеллект? Ну, вот, например, вы знаете, наверное, везде уже сейчас, как бы ни для кого не секрет, что везде искусственный интеллект уже максимально применяется, и все боятся, кто боится, кто к этому готов. Я не знаю, кто-то использует его, нет, не использует в жизни. Слышали о нем что-то? Кто-то боится его, скажу честно. Камила мне сейчас подошла, спросила, возможно ли, заменят ли они нас, учителей, там, да, возможно ли обучиться. Что такое искусственный интеллект? Это область компьютерной науки, которая занимается созданием умственной деятельности, ну, то есть эмуляция. Что значит? Например, сейчас все делается на базе искусственного интеллекта. Максимально все уже автоматизировано, все процессы в крупных компаниях автоматизируются, и многие знаете то, что увольнение вот в крупных компаниях, IT-компаниях, Google и таких как которые непосредственно знают, как использовать искусственный интеллект, уже много сокращается даже штат. Вот. И для того, чтобы как бы нам не быть теми, кого можно уволить, я всем, ну, как бы хочу порекомендовать все-таки искусственный интеллект ознакомиться, узнать и уже применять. Например, вот где можно применение, области применения. Также в обучении можно обучаться языкам вообще, в том числе с помощью GPT-чата. Кто-то слышал, использует, может, GPT? Регулярно. Регулярно? Ну вот, смотрите, как вы используете GPT? Для курсовой работы, да. Философия. Что такое GPT-чат? GPT-чат – это искусственный интеллект, который у нас используется для написания текстов, скажете вы, но он используется не только для текста. Например, сейчас можно даже на его базе сделать, например, картинку. Просто вы там даете ему задание, промпт, да, подписываете, там, напиши мне, нарисуй мне там какого-то... Типичного татарина. Типичного татарина, да. Ну, очень много роликов и в Инстаграме, и в Ютубе, там, где, вот, например, Марат Шиньязов, тоже основатель обучающей платформы по искусственному интеллекту, он просто делает такой прикол, типа пишет GPT, также напиши типичного татарина, нарисуй. Он рисует какого-то там типа а-ля татарина, элементарно с тибетейкой, а потом... И он делает его больше и больше, типа раскручивает тему. Ну, то есть он нарисует, и самое интересное, то, что он рисует уникальные картинки. Таких картинок вы не найдете, да, в интернете. И, то есть, несмотря, даже если ты через 3 секунды напишешь ему запрос один и тот же, он тебе по-другому это может нарисовать. А если ты пишешь ему конкретные вещи, там, чтобы у него в руках был щупачмак, или там, чтобы в другой руке у него был чак-чак, он тебе уже нарисует непосредственно конкретные вещи, которые ты хотел бы увидеть. А такие ролики, вот, например, заходят интересно, типа, нарисуй такого же типичного татарина, а потом сделай еще максимально типичным. Он тебе его сделает, например, в Татарстане или в Уфе, да? Покажет, что значит еще там максимальные какие-то точки соприкосновения с татарином или с Татарстаном. И вот все больше и больше развивать можно. И он тебе нарисует это максимально приближенно к тому, что ты, ну, как бы и не будешь ожидать. Что такое, да, запрос, ну, как в GPT называется промпт. GPT, это искусственный интеллект, который будет... Он поглощает вашу информацию, то есть вы непосредственно перед тем, как дать ему ТЗ, например, тоже для дизайнеров, напиши ТЗ для дизайнера на создание сайтов, вот мы там делаем такие. Для того, чтобы он максимально точно описал тебе техническое задание, тебе надо его скормить информацией о том, чем твоя компания занимается или чем ты занимаешься. Сайт тебе нужен, например, ты, например, какой-то специалист, эксперт в какой-то области, да, и тебе нужно сделать сайт. Сайт, ты знаете, тоже делают также искусственный интеллект. Сейчас можно сайт сделать, даже покажу несколько, ну, как бы примеров искусственного интеллекта, который можно использовать уже сейчас непосредственно
бесплатно. Чтобы точность была, вам нужно максимально ему сказать, что я эксперт, например, в такой-то области. Я, например, вот как если рассмотреть Камилу, я преподаю английский язык, да, и распиши мне план. Например, если для ведения Инстаграм, вот как бы максимально ты можешь контент-план запросить у него на неделю, на месяц. Он тебе распишет, конечно же, примерно контент-план. Если он это все пишет очень широко, то ты можешь его расшарить. Все нужно просто конкретно написать, что ты хочешь от него. И по факту тот же GPT-чат тебе все распишет. Ну, то есть я не знаю, кто как пользуется, лично я им пользуюсь очень часто, потому что всегда приходится писать много текстов, технического задания и все в этом плане. И для, например, тех же курсовых, как говорит Алмаз, я тоже рекомендую вам пользоваться. Очень много телеграм-чатов в том же Телеграме, да, вот ты как его используешь, через что? GPT-чат, он вообще через браузер? А я через Телеграм. Ну да, вот, то есть можно его элементарно как бы мобильно пользоваться в Телеграме, потому что если через браузер, то через компьютер, ты компьютер не всегда с собой носишь. А если, например, GPT-чат тот же используют как помощник, его можно через Telegram-чаты использовать. Могу также покидать чаты, которые можно использовать. Например, вот я вам сейчас могу показать самый пример легкий создания презентации. Мне кажется, в институте много заданий для создания, вам дают задание создать какую-то презентацию на какую-то определенную тему. И вот, например, я вам хочу подсказать сайт, это тоже сайт, который на базе искусственного интеллекта называется gamma.app. Это искусственный интеллект, который помогает вам создать презентажку вообще за 3 минуты, за 5 минут. То есть элементарно вот он не сделал презентацию за 5 минут, и я ему просто сказала, он уже вылетел, создай мне презентацию для, что такое искусственный интеллект, вот, например, введение в искусственный интеллект, он здесь 8 страничек сделал, и везде он сам все прорисовал. Вообще, то есть это я картинки не вставляла, чтобы вы понимали. Он сам нашел картинки, сам вставил картинки. Текст я тоже не писала. Текст он тоже сам придумал. Причем очень информативно получилась презентация. Также, например, применение искусственного интеллекта в различных отраслях. Самое интересное, конечно же, это в основном медицина, финансы, как помощник тоже. Потом преимущество использования искусственного интеллекта, то есть эффективность, точность. Понятно то, что тот же чат GPT, он сейчас, последняя версия его 4 до 2023 года, то есть сейчас до 23, да, и он на 100% в будущем, на будущее он не может как-то, если вы скажете, что у меня ожидает в будущем, он не сможет тебе ответить, то есть как-то эфемерно он тебе скажет, что будет, но конкретно не ответит. Ограничение вызова этические вопросы в использовании искусственного интеллекта. То есть таких, опять-таки, будущее искусственного интеллекта, это 3D принтинг. Дома может быть печатать, то есть материалы к домам, специальные даже большие такие. дизайнеры уже максимально сейчас тоже использование с тоже искусственным интеллектом, элементарно какие-то делают чертежи и все такое. То есть вот это одна из Еще музыку придумывает искусственный интеллект. Таких. Да. Вот смотрите, запишите gamma.app, да, это для презентаж. Самое популярное это GPT-чат, который везде все используют, openai.com. Для того, чтобы, например, зарегистрироваться на OpenAI, он, сразу говорю, он не бесплатный. Сейчас последняя версия, 4 стоит $23 в месяц, вроде так. И чтобы его зарегистрировать, в принципе, его можно зарегистрировать просто через мобильный телефон, например, зарегистрированный в другой стране, и все. Чтобы так легче было. А так через почту Gmail также подключаете, зарегистрируетесь через почту Gmail, и вам тоже приходит подтверждение. Единственное, телефонный номер просто в другой стране должен был зарегистрирован. Также с Midjourney. Midjourney, может, тоже слышали.
Midjourney сейчас максимально тоже использует Discord. Вы пишете ему запрос, там, нарисуй кого-то там. Или меня, например, как я сижу, на девушку там, работающую на море, там, за компьютером. Он вам нарисует картинку, там, где девушка красивая сидит, за компьютером работает там возле моря. И вы можете просто ставить, например, свою картинку, и вы будете, как будто это вы уже сидите на море. И то есть Midjourney тоже платная версия, сразу говорю. Тоже для того, чтобы зарегистрироваться, нужен будет номер телефона, зарегистрирован не в России. Вот. И тоже это уже больше для дизайнеров. То есть, если вы хотите его пользоваться только как на начальном этапе, то есть в месяц платить там 20-30 баксов, не так, наверное, интересно. Но на самом деле есть очень много телеграм-чатов, там, да, которые тоже делают какие-то картинки также на вашем запросе. И, в принципе, можно даже элементарно в телеграм-чатах пользоваться. Например, если делать контент-план для того же рилсов или для ведения Инстаграм, для шортсов, в Ютубе сейчас максимально же все-таки залетает видео. И для того, чтобы создать видео-контент, используется искусственный интеллект Heygen, например. Как он работает? Вы туда закачиваете свое видео, как вы ведете, там рассказываете что-то. Он считывает, ваше все поведение, как вы там показываете, не показываете. Потом закачиваете там свои фотографии и текст. И на итоге он вам сделает видео, где вы ваш фейс, ваше все вот это, как рассказывали, да, с того видео, вы рассказываете текст, который вы ему отправили. Это уже... Ваш голос еще, да, и это также он считывает ваш голос, будет вашим голосом говорить тот текст, который вы отправили. То есть вы не заучиваете фразы. Раньше была такая тема, да, ты там читаешь, в CapCut можно было делать суфлеров, которые там за картинкой, печатает текст, а ты его читаешь, и типа и также искусственный интеллект может твои глаза сделать в камеру. То есть ты читаешь так, а ты перезагружаешь эту видео, и он тебе может просто глаза показать, как будто он смотрит в камеру. То есть возможности высоки. Также есть сайт, где есть список всех искусственных интеллектов, которые есть вообще в принципе в мире. Есть сайты, где там можно использовать бесплатно. Я могу там рассказать про какие есть, которые мы используем, например. Если знаете, например, Notion AI, это для... то есть здесь тоже можно писать сценарии всякие. Он бесплатный, кстати, его можно попробовать пользоваться. Также сейчас Яндекс создал на своей базе всякие Яндекс GPT, там, где тоже можно обращаться на тему текстов, прописывает. Если, например, аналоги Midjourney, можно использовать Dall-E. Сейчас. А вот Яндекс GPT это тоже как конкурент, наверное, GPT, но там понятно то, что он дает немного другие результаты. В любом случае, чат GPT он выигрывает. Гигачат, у Гугла тоже есть свой чат. Все сейчас делают аналоги максимальные, стараются. Самое главное, конечно же, на базе чата GPT. Вот. По поводу картинок, это Bing Image Creator. Самый, наверное, Кандинский, кто пользовался. Здесь тоже можно написать свои промпты, и он будет рисовать красивые картинки. Шедевриум мы тоже пробовали писать, то есть не максимально чисто, красиво не получается. Скажу честно, сейчас самый, наверное, такой выигрышный искусственный интеллект это Midjourney, последний, который, и там прям картинки выходят максимально фотореалистичными. Вот. Разбирайтесь, мне кажется, информации очень много в интернете, и будьте всегда на волне интересных, потому что очень много статей всегда выходит, даже каждый день, мне кажется, новая информация выходит об использовании, как можно использовать, так же, как вас можно использовать, помимо того, как написать статьи или
тот же для чего? Эссе по философии. Для эссе по философии, как минимум, да. Можно просто, например, вот как я его использовала, вообще, я говорю, вот только что взяла, села такая, думаю, ну вот презентажку просто сделать, ну элементарно, создай презентацию на тему чего-то там. Он тебе сам предлагает. Ты можешь там отредактировать, сам текст ставить. А можешь полностью ему довериться, и он то, что он тебе там даст. И там, в принципе, информация такая интересная. Кстати, для изучения английского можно его просить, чтобы он отвечал тебе только на английском, да. общался на английском. И если ты ему пишешь какие-то слова с ошибками, чтобы он тебе помечал эти ошибки. И даже прикол, лайфхак такой, если ты пишешь ему слово «пожалуйста», как показала практика, он будет более точнее тебе отвечать на твои запросы. Так что искусственный интеллект тоже воспринимает этику, и если вы пишете «напиши, пожалуйста», или «нарисуй», или что-то такое, не забывайте «пожалуйста». Sina bulgan selamimle qalat sina gitmeye Karlar yağar tınlarına Bugün sina aşklarına Öşe Gelirken yanlarına Karlar yağar tınlarına Bugün sina aşklarına Öşe Gelirken yanlarına Toprak karlar bayınlarına Ak kaşına kavrular Yüreğimde yakmaklar Uğraklara anlılar Karlar yağar tınlarına Gelirken yanlarına Varar yalatınlarına Öylesine aşkına Gelirken yanlarına Şilletandır yollardandır yine güven siziyle Sevip işler dağılırken cennet siziyle Senin dağılında ayrı şahsansına Gelirken yanlarına Kayırken yanlarıma Kayırken yanlarıma